Перед стартом фестиваля участники и организаторы, а это более 200 человек, собрались в актовом зале лицея. Здесь проходит торжественное открытие республиканского конкурса «Линия успеха». Творческое начало, исследовательская работа школьников позволит в будущем сохранить интеллектуальные элиты государства. Проведение фестиваля «Линия успеха» уже стало традицией в научной жизни региона. В этом году он проходит 3-й раз. Каждый год здесь собираются самые творческие и эрудированные дети со всей республики. Объявляю фестиваль науки и техники «Линия успеха» открытым. Спасибо вам. Более 100 участников фестиваля уже разместились по своим секциям. Каждый из них готовился к этому конкурсу не один месяц. Подготовили работы по различным направлениям, в том числе научные, экономические и социальные проекты. Ну а в этой аудитории проходит региональный отборочный этап Балтийского научно-инженерного конкурса, изобретения, которые поборются за путевку на всероссийский этап, удивляют своей эксклюзивностью. Умный улей на платформе, умная копилка, автоматизированная подвеска для автомобиля, модели электродвигателей постоянного тока, умная урна. Здесь же предлагают проект колеса самолета, который может повысить качество и безопасность приземления. Ряд изобретений свидетельствует и о высокой степени заинтересованности ребят проблемами экологии. Разработали автоматизированное плавучее судно, которое позволит уменьшить количество мусора на поверхности водных объектов. А учащиеся Центра образования Магаса презентовали эксклюзивные непотеющие очки для плавания. Мы сделали 2 стекла. Вот одно стекло, и мы добавили еще вторую линзу. Это дает такой эффект, что извне не проникает холодный воздух до конца в эту сторону, а изнутри, то есть когда плотно прилегает к лицу человека очки, чтобы тепло не проходило в обратную сторону. То есть оно задерживается между этими 2 стеклами. Но, понятное дело, там будет образовываться конденсат, который, то есть при разнице температур. А как мы это решили? Мы использовали молекулярное сито. Мы его можем видеть в повседневной жизни в стеклопакетах. Он также забирает влагу. Проект «Умный улей», который основан на платформе Arduino, он фиксирует датчик, есть датчик лета пчел, который фиксирует, сколько пчел вылетело с улья и залетело туда, и выдает эту информацию на приложение. Также установлены весы, которые тоже выдают информацию на приложение. Есть датчик влажности и температуры, чтобы в улье всегда была оптимальная температура для пчел. Помогали учащимся в разработке проектов их наставники. Победители этого этапа примут участие на Всероссийском форуме в Санкт-Петербурге, в котором ежегодно участвуют изобретатели со всей России. Балтийский научно-инженерный конкурс в нашей республике проходит уже 2-й раз. Региональным представительством является Центр молодежного инновационного творчества и реновации. И мы в нем участвуем уже 2-й раз. В прошлом году у нас была 1 команда, в этом году мы уже с 2 командами. И надеемся наращивать уже этот темп. Параллельно с этим конкурсом в рамках фестиваля проходит научно-исследовательская конференция «Линия успеха». Сразу в 6 секциях учащиеся презентуют свои работы по химии, биологии, математике, информатике, экономике, социологии и психологии. Учащаяся 9 класса Амина Тумгуева предложила социальный проект «Бумеранг добра», который позволит обеспечить поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и будет способствовать всестороннему гармоничному развитию человека. Прочитала мини-лекцию о том, почему важно быть добрым, о том, как это тесно переплетается с религией. А что касается благотворительности, я предложила устроить в школе ярмарку, благотворительный концерт, открыть благотворительный фонд и помочь этими средствами как-то материально и духовно оказать поддержку таким детям и их родителям. Оцениваются работы детей по 5-бальной шкале среди членов жюри и преподавателей Ингушского государственного университета. Так, основными критериями оценки для Мажита Мартазанова стали актуальность темы, четкость изложения, грамотная подача информации и характер выступления. Такого рода мероприятия им дают стимул для дальнейшего роста, для дальнейших исследований в социальной сфере, в экономической сфере, то какое направление кому ближе, кто выбирает. Я думаю, что эти проекты послужат им в дальнейшем для развития той тематики, тех идей, которые им сегодня стали наиболее интересны, которые они отразили в своих проектах, в своих докладах. Но участники сегодня готовы не только рассказать о своих наблюдениях и разработанных проектах, но и на месте провести эксперименты. В секции химии и химических технологий воцарилась атмосфера настоящей лаборатории. Мы можем с вами наблюдать, как в 2 пробирках, в которые мы залили
соли тяжелого металла, белок свернулся. Это процесс денатурации. Рабия Аздуева, учащаяся 11 класса гимназии Назрани, и ранее принимала участие в межрегиональных конкурсах по химии. На этом фестивале решила поделиться своими наблюдениями, как влияют тяжелые металлы на организм человека. Что будет происходить, то есть последствия, и как мы противоядие узнать от отравления всевозможных. То есть мы поняли, что ничего хорошего от тяжелых металлов не может быть. Практически от всех этих отравлений противоядием является белок. Это самый оптимальный вариант. Не обделили вниманием и учащихся начальных классов. Еще одно мероприятие, которое проходит в рамках фестиваля – конкурс научно-технического творчества «Наука глазами юного ученого». Идея его проведения принадлежит лицею Магаса. В прошлом году прошла как просто выставка в школе. В этом году решили изменить формат на конкурс-выставку и провести на республиканском уровне. Таким образом, участие смогли принять юные таланты со всех школ региона. У меня 2 проекта на одну тему. Очищение семечка от шелухи. Это послабее, а это посильнее. За счет моторчика. У нее тут слабый моторчик, и она слабо дробит. У него сильный такой от электрического самоката моторчик, и он сильнее дробит. Главные цели и задачи, которые ставят перед собой организаторы – это активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся, вовлечение их в исследовательскую, изобретательную деятельность в различных областях науки, техники и культуры. Это мероприятие станет такой вот площадкой, где собираются талантливые дети, где они общаются друг с другом и обмениваются опытом. На самом деле это очень полезно, так как вот эта вот дискуссионная эта площадка, вот это вот место, где дети могут встретиться и обменяться опытом, на самом деле детям это очень важно, особенно талантливым детям. Организаторы уверены, именно такие площадки – самый верный способ разбудить в детях творческий потенциал. Они же мотивируют и стимулируют их к реализации креативных идей. А задача взрослых – предоставить им возможность проявить себя. Ну а победителей этого фестиваля определят чуть позже. Некоторые из них смогут принять участие уже на межрегиональных и всероссийских конкурсах. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24.